В Якутске на 202 микрорайоне распахнула свои двери новая обновленная поликлиника медицинского центра, которая уже принимает как самых маленьких пациентов, так и тех, кому уже за 70 лет. На реставрацию здания и переоснащение кабинетов из регионального бюджета было выделено 50 миллионов рублей. После полной перезагрузки в поликлинике появилось много нового. Например, разделение педиатрического отделения на две отдельные секции для здоровых детей до года и для обычных маленьких пациентов. В профилактическом отделении педиатрии созданы все комфортные условия – отдельная регистратура, гардеробная и даже отдельный вход. Таким образом, грудные дети не контактируют с детьми дошкольного и школьного возраста, избегая заражения вирусами, передающимися воздушно-капельным путем. Это не вообще отдельно? Вообще отдельно. Эта половина отдельно существует от той половины, куда ходят заболевшие дети. Вот сюда проходят, тут есть участковые педиатры. День здорового ребенка у нас теперь в течение недели, каждый день Не один проходит. раз в неделю. Да, не один раз в неделю, а в течение недели каждый участок имеет свой день здорового ребенка. К слову, для дошкольников и школьников есть отдельные кабинеты для прохождения диспансеризации и профилактики, забора анализов и даже специальная кабинка для сдачи мокроты на туберкулез. Впервые в Якутске на базе медицинского центра начнет работу реабилитационное отделение для детей с неврологическими заболеваниями. Здесь мы будем оздоравливать детей с 3-месячного возраста. И общеизвестно, что чем раньше начнешь реабилитацию, тем больше хороших результатов и эффекта. Для них подготовлен зал лечебно-физической культуры, кабинет массажа, отделение лучевой и функциональной диагностики, физиокабинеты и палаты дневного пребывания. Дети приходят с 3 месяцев до 17 лет. В основном проводится детский лечебный массаж. Детям очень нравится. Вот это оборудование специально предназначено для таких детей, чтобы укрепить вот связки мышечные и сами мышцы тоже. Просто регулярно надо подходить к нам, чтобы 2-3 раза в год заниматься. В просторном фойе второго этажа самых маленьких ждет игровая развлекательная площадка, столы для рисования и настольных игр. В отделении планируется открытие галокамеры, кабинета грязелечения и электросна. Для создания особой атмосферы уюта и доброжелательности к малышам стены детского отделения украсили изображения диснеевских и отечественных мультипликационных героев. В комнате для мам на стенах повесили плакаты советских времен, пропагандирующих грудное вскармливание. Помимо педиатрической службы для детей открыты кабинеты логопеда, психолога, эндокринолога, офтальмолога, невролога, ортопеда и других. И осматриваются дети с рождения до 1 года в нашем отделении. Только здоровые дети. А больные дети, значит, старше 1 года принимаются в лечебном отделении. Там тоже есть кабинеты всех специалистов. Жители микрорайона и близлежащей территории, привыкшие получать первичную медицинскую помощь в шаговой доступности рядом с домом, по-прежнему будут сдавать анализы, получать процедуры, ходить на прием к терапевту в свою поликлинику на 202 микрорайоне. Узкие специалисты будут принимать в многопрофильном медицинском центре на Кальвице 3. У нас 3 врача-терапевта и 1 врач-гериатр. Кабинет разделен на 2 врача. В принципе, пока справляемся. Еще одним нововведением станет чекпак – диагностика одного дня, когда пациент по одному заболеванию сможет пройти полное обследование. Прием пожилых людей старше 70 лет будет осуществляться врачом-гериатром. Записаться на прием можно как через регистратуру, так и единый колл-центр 500 003. Надежда Ефимова, Николай Необутов, ЕСЯ.